Действующая в Российской Федерации правоохранительная система вынуждает сотрудников соответствующих органов в погоне за результатами и показателями не ценить человеческие жизни и закрывать глаза на несправедливость, царящую в обществе. В конце концов, за совершенные незаконные деяния всегда наступает возмездие или правосудие в его истинном понимании. Как говорил Платон о своем знаменитом учителе: «Сократ мне друг, но самый близкий друг – это истина, и она торжествует всегда». Ура! Я приехала в Уфу! Народ, посмотрите, какая здесь красота! Здравствуйте! Снова с вами я. Я гуляю по Уфе, в парке Салавата Юлаева. Посмотрите, какая здесь красота! Здесь красиво. Сейчас мы спускаемся на Белую. Хочу показать вам красивую Белую нашу. Ой, тут так красиво! Посмотрите на нее. Какая она большая, какая здоровская, красивая. Итак, сейчас мы спускаемся вниз, смотрим, что есть у нас там. С хорошим настроением мы вместе с... По нам каждый день вопросы. Уголовный розыск не работает. Когда начнете работать? Тебя на месте закрываем, показателей нет. Пора несовершенное преступление, раскрываем, если нет. И это убийство. Значит так, даю вам как кратчайшие сроки раскрыть убийство, так как это дело находится под особым контролем министра. Да раскроем. Проблема, что ли? Конечно, раскроем.
О, снег выпал. Да, это правильно. Бизнес-лагерь проводит управление дела молодежи Кировской области совместно с новым учебно-деловым молодежным центром «Бизнес-инкубатор». Проводится это мероприятие в третий раз, то есть направлено на стимулирование деловой активности молодых предпринимателей в Кировской области, в нашем регионе, на экономическое развитие нашего региона. Мероприятие очень нужное и полезное, оно включает в себя несколько направлений, да, участвуют как молодые начинающие предприниматели, так и уже старички, можно сказать. Кто это? Да это же знаменитый певец шансон Эдуард Хуснутдинов. Ну, очень красиво поет. Надо сходить, послушать. Вот сегодня как раз концерт. снегу белому и жалею лишь о том, что не сделано. Лихо кружится метель зимним вечером, снег ложится на ладонь так доверчиво. Лихо кружится метель зимним вечером, снег ложится на ладонь так доверчиво. Завела дорога в степь, не души кругом. Я согласен все стерпеть, только что потом. Я ведь знаю наперед, чем все кончится. Опустеет вдруг душа и нагломится. Я ведь знаю наперед, чем все кончится. Опустеет вдруг душа и нагломится. Отпущу я лошадей и сломаю плеть. Я устал их погонять, а не лететь. Разорвал всю душу в кровь, раны рваные. Мне б увидеть лишь тебя, долгожданную. Разорвал всю душу в кровь, раны рваные. Мне б увидеть лишь тебя, долгожданную. Слушай, у меня вот тут ориентировка пришла. Надо человечка быстро найти. Сейчас тебе покажу его. Смотри. Вот запомни его. Смотри. Все приметы показаны, в принципе. Запомни. Вот же, похоже. Эй, гражданин! Похож надо закрыть. Здравствуйте. Здравия желаю, полицейский Зарипов. Ваши документы. С собой нету документов. Пройдемте в отдел полиции до установления личности. А в чем дело? Там разберемся. Идемте. Фамилия, имя, отчество. Батыров Ильдус Вадимович. Число, месяц, год рождения. 29 февраля 1983 года. Так, где ты был 22 апреля 2010 года? Что делал? Находился дома, был один. Было совершено убийство девушки?
По данному факту что можешь сказать? Я никого не убивал. Я не виноват. Успокойся, сядь, разберемся. Гражданин Батыров Ильдус Вадимович, вы обвиняетесь в убийстве девушки-гражданки Габдрахмановой Тансулу Радиковны, 1986 года рождения. В момент совершения 22 апреля 2010 года вечером возле памятника Салавата Юлаева. Вызывается свидетель Белова Виктория Михайловна, 1980 года рождения. Да, я видела, это он убийца. Я точно запомнила его. Я его видела. Это он ходил по парку Салавата Юлаева. Я точно помню. Уважаемый суд, наказать надо убийцу. Вызывается свидетель Иванов Сергей Владимирович, 15.04.79 года рождения. Да, уважаемый суд, это тот самый убийца. Я точно запомнил его. Я его видел, это он ходил по парку Салавата Юлаева. Я точно помню. Уважаемый суд, наказать надо убийцу. Подсудимый, встаньте, объявляется приговор суда. Именем Российской Федерации суд приговорил гражданина Батырова Ильдуса Вадимовича признать виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вам ясен приговор? Да. Давид, салам. Тут новенького привезли. Какую хату будешь определять его? Так, сейчас подумаю. За него малява с воли пришла. Пацан он правильный. Менты его подставили. Давай, наверное, к Коляну в хату его. Он правильное решение примет. Ну все, добро тогда, так и сделаем. Лицом к стене. Заходим. Вечер в хату, часок в радость, чиферок в сладость. Свети ворам, а не ментам. Пол жизни там, пол жизни здесь. Фарту масти. До слез, братан, фарту масти. Рассказывай, за что сидишь? Подставили меня. Ох уж эта сучья мусорская натура. И что вешают? Убийство. Ну что с этих уродов взять? А ты сам-то кто по жизни? Бродяга я по жизни. Правильный, смотрю, ты человек. Уважуха.
А чем в хате полезен будешь? На дорогу пойду. Красава. Всей хатой благодарны будем. Эх, грех не спросить. Вилкой в глаз. Или в жопу раз. Вилкой. Вилки-то в хате нету. Идем дальше. Вот тебе 3 куска мыла. Первое маленькое, второе среднее, третье самое большое. Какое выберешь? И зачем? Самую большую. С братвой поделюсь. Уважуха и респект. Ладно, надо было тебе сразу признаться. А хата-то у нас петушиная. Начальник, выпусти меня. Пересели меня отсюда. Пошутили мы. Друг, это у нас проверка такая, на петуха. В туалет хочешь? Да, никто не кушает. Все нормально, иди дави личинку, братан. Давай, приклеивай. Вот, нормально. Красава, брат, руки всегда надо мыть. Смотри, мы тут мента нарисовали. Ударь его, чтобы у него кровь пошла. Ну чё стоишь? Бей! Засал, что ли? Нет, не зассал. Жду, пока он первый ударит. Ха-ха-ха. Красава! Давай сыграем нарды, карты или шашки. Давай, только без интереса. Ну без интереса и неинтересно. А ты в армии-то служил? Да, служил. Понятно, но вижу, ты человек нормальный. Вину-то ты признал? Нет, не признаю. Меня мусора подставили. Располагайся, братан, прописка пройдена. Твоя кликуха будет, кабан. Руслан, братан, а ты помнишь того парня, который просто так за убийство посадил? Ну и что, братан, это наша работа, да нормально все. Его давно уже осудили, по этапу пошел. Ну дело как знаешь, твое дело. Как-то стыдно перед ним. Знаешь, у меня завтра выходной, я, наверное, пораньше пойду домой. Завтра по парку прогуляюсь, отдохну мысли. Ну ладно, давай. Давай, все. Когда есть друзья, Прошла неделя. присоединяется к вашим теплым словам. Где результаты работы? Где выявление? У нас что? Наркоманов больше нет в миллионном городе. Значит так, даю сутки. Как хотите, так работайте. Перекрывайте аптеки, адреса. Поднимайте людей. Но результат завтра, в это же время, чтобы был. И каждый передо мной, чтобы отчитался. Без результата не возвращаемся. Переходим на круглосуточную работу. Завтра в этом же месте, в это же время собираемся. Звоните еще в программу приемной милицейской волны.
Отдел по борьбе с наркотиками. Вы подозреваете распространение наркотических средств. Досматриваю его. Досматриваю. Я свой, шучу. Опа. Вы что делаете? Разберемся в отделе. Вы кого задержали? Нами задержано лицо, которое незаконно распространяло наркотические вещества. Он же сотрудник полиции. Но у него же на лбу не написано, да изъятие припонятых провели. Вы же сами требовали результат. Не повезло, значит, парню. Уголовное дело уже возбудили. Рассказывайте, кому будете приветы передавать. Здравствуйте еще раз. Я хочу передать привет моим друзьям Ирине Сергеевне Решетниковым. Гражданин Галин Руслан Ирикович, 1984 года рождения. Вы обвиняетесь в распространении наркотических веществ. Вы были задержаны сотрудником МНОН 25 сентября 2010 года в парке Салавата Юлаева. Вызывается свидетель Зотов Михаил Юрьевич. Да, я видел. Это он продавал наркотики. Ваша честь, наркоманам не место на свободе. Сажайте наркомана, сажайте. Подсудимый, встаньте. Объявляется приговор суда. Именем Российской Федерации суд приговорил гражданина Галина Руслана Ириковича, 1984 года рождения, признать виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый, вам ясен приговор? Да. Здравствуй, Давид. Пассажира нового привезли. Какую хату больше его определять? Маляву я за него получил с воли. Этот пассажир у нас, оказывается, бывший. Давай к Коляну в хату его. Вопрос по нему решен. Хорошо, я понял тебя. От суммы от тюрьмы не зарекайся, говорят. Допрыгался ниндзя. Уснул, что ли? Ау, человек! Ты лучше сразу признайся, тебя мусора сюда заслали, сука, или ты в натуре дурачок? Здорово, мужики. Рабочие, обычные. Аккуратней с выражениями, первоход. У нас в хате не только мужики сидят. Ну, рассказывай, с чем загремел? Подставили меня, менты. Вот суки, а что вешают? Наркоту. Нет справедливости. А кто ты по жизни? Работяга я по жизни. А чем в хате полезен будешь? Общак пополнять. Хорошо, только в срок его пополняй. Ладно, надо было тебе сразу признаться. У нас хата-то петушиная. Ой, братва, я к вам нормально отношусь. Все мы люди. Идем дальше. Вот тебе 3 мыла. Первая самая маленькая, вторая средняя, третья самая большая.
Какую выберешь и зачем? Самую маленькую мне хватит. Ты с дороги в туалет, наверное, хочешь? Да, я схожу. А руки мы не моем, значит, да? Вот мы тут мента нарисовали. Ударь его, чтобы у него кровь пошла. Я что, дурак, стену бить? Понятно. Значит, мы все здесь дураки. Ну а вину-то ты признал? И кем ты хочешь стать среди проживающих в этой хате? Мужик я, и все. Да нет. Ты у нас голубь. Почему это голубь? А братва так тебя определила. Братва, это же мусор. Да нет, мужики, это неправда. Это он меня подставил и посадил. Ну что уже, не узнаешь меня, да? Вот оно как. А земля-то круглая. Нет, мужики, это неправда. Ах ты, сука мусорская. Братва, вали мента, сука. Судьба злодейка, а жизнь копейка. О, братан. Как дела? Все отлично, все хорошо. От братвы тебе подгон. 4 девятки. Телефон. Тачка в твоем распоряжении. Спасибо, брат, от души. Благодарю. Что дальше будешь делать? Ну, братан, ты же знаешь, меня по беспределу посадили. Хочу раскрыть это убийство. Мне надо достать это уголовное дело. Этот вопрос мы решим. Ладно тогда, до встречи. Алло. Алло, О, здорово, Колян, здорово. как дела, братец? Да ничего, нормально, потихо. Сам чё, как? Да, у меня все под контролем, у тебя что? Нормально, нормально. Гуляешь? Да, вот, гуляю. Погода сегодня хорошая. Солнышко светит. Слушай, тут ресторанчик Да, конечно. есть, «Высота» называется, Да, на да. Менделеева, знаешь? Конечно, знаю. Через час встречаемся там. Хорошо, давай, через час там встретимся, давай. Я расскажу вам, кореша. Я расскажу историю свою. Как я жил, как я мечтал о жизни веселой. Дорогие друзья, повод, по которому мы сегодня собрались, нам всем известен. Сегодня на свободе мой друг, с кем я сидел долгие годы. За него
ручаюсь как за себя. Прошу принять его, так как приняли меня в свое время. По краю родному, по краю родному. Все законы нашей масти он знает и соблюдает. За его твердый мужской характер я прозвал его кабаном. И это говорит о многом. Человек слово, человек кремень. Я немногословен, но хочу поблагодарить за теплый прием, за хлеб, за соль, за то, что подогревали все эти годы, поддерживали. От души, братва. Я найду ту сволочь, за кого я срок мотал. Что, парни, красиво излагает. Суть ясна. За него поручился наш человек. Дальше будем надеяться, что он будет правильным. Конечно же, проверить еще раз не помешает. Вот. Ну, в деле, я так считаю, нужно будет помочь. Если действительно невиновный сидел за виновного, то мы сделаем все, чтобы это исправить. Что же будет с моей семьей? Поднимем рюмки за нас. Что же будет с моей женой? Рыдает мать моя родная, А слезы льются по щеке. зачем же судьба такая? Завтра тебя наберет человек, он тебе передаст твое дело. Жестокая моя, жестокая судьба моя.
Здравствуйте. Петров Александр Владимирович здесь проживает? Нет, он давно здесь не проживает. А кто его спрашивает? Да мы вместе работали. Он мне деньги должен был. Как найти его, не знаете? А не знаю, где. Говорят, где-то на вокзале бомжует, семью бросил, пьянствует, алкаш такой. Ладно, спасибо большое. До свидания. До свидания. Слушай, дружище, Мишу где могу найти? Михаил, Миша, Миш, идем по ремашке тяпнем. Голова, наверное, болит. Идем, идем. Ага. Давай, наливай. Спрашивай. Как до такого докатился? Да, жена ушла нахрен. Вот я и запой ушел. А что здесь ментовские штаны валяются? Это я на мусорке нашел. Думаю, блин, одеваю хоть этот. Менты за своего принимают, хоть не трогают. Поэтому 2 между первой и второй. Промежуток небольшой. Ты чё, какими судьбами в наших краях? Всю ночь же с тобой бухали. Не помнишь, что ли? Не помню, но рад тебя видеть. Михаил, вчера разговор завели насчет парка Салавата Юлаева. На женщину что ты напал? Я у нее мелочь попросил. Она начала пищать. Я испугался. Ну и ножиком припугнуть решил. Она дернулась и получилось, что на нож у меня залетела. Михаил, а ты знаешь, что она умерла? За это невинного человека посадили. Ну попал-то попал. Что я сделаю теперь? Сам виноват, теперь, наверное. Я-то не был. Не в курсах. Что теперь? Надо сходить в полицию и написать явку с повинной. Да надо что, дурака что ли нашел? Я очень виноват. Я с повинной. И чё, я взял так чисто и ножичком ткнул ее. Она упала и все. Сами. Я хуй знает. Убежал нахуй оттуда. Чё я, блядь, дурак что ли, блядь? За это невинного человека посадили. Надо сходить в полицию. В полицию. Где ты видел, что ходил в эту полицию? Нет, ты чё? Ой, пусти, падла, ты чё, обнаглел что ли, блин? Надо, Миша, надо, пойдешь, куда ты денешься? Ты за все ответишь. Идёл.
Братва, хочу поблагодарить вас от души. За поддержку, за оказанную помощь. Помогли найти уголовное дело, то, что я искал. Ту суку, за кого я срок мотал, я нашел. И он ответит за все. Братва, давайте выпьем. За то, чтобы у нас все было. И нам за это ничего не было. Судьба злодейка, а жизнь копейка. И за душою ни шиша. Грустить не буду, тюрьму забуду. Пойду по жизни не спеша. Люблю свободу, где хлеб и воду не по талонам выдают, где нет заторов, где нет заборов, и где друзей не продают. И песня льется, и сердце бьется, всегда гитара за спиной. Я на свободе, я при народе, и жизнь моя всегда со мной.